Сколько вам было лет, когда началась война? Война началась, когда мне было 7 лет. Мгм. Я еще в школу не пошла, а на 2-й год я пошла в школу. В то время нас в школу брали с 8–9 лет. Такой порядок был. Вот. Но помню, как проезжали пароходы, бар с баржами. В баржах сидели солдаты, новобранцы. Вот это по берегу бегали пешком, босиком, то есть, и все это наблюдали. Было, конечно, тревожно, печально. Мы плакать не плакали, а взрослые очень плакали. И мы их очень жалели, маленькие детки. Вот. Вы в то время находились в Якутске? Мы тогда жили в Алёкминском улусе, село Кочегарово. Это маленькая деревня, ну, в 30 домах, нужно сказать. Вот. И там вот мать с отцом у нас. Вот они сидят, мать-героиня. Они с отцом родили и вырастили, поставили на ноги 10 детей. Вот из этих 10 детей на сегодня нас 2 только осталось. Старшая я, 91 год, и младший, 10-й ребенок, он тоже с 50-го года. С какими трудностями вы сталкивались в то время? Трудностей было много. Трудностей было много даже потому, что в деревне еще не было ни одного фотографа. Нас никогда не фотографировали. Вот что интересно было. Вот. В деревне не было врача, в деревне не было больницы, ни медсестры. Все переболели сами собой. Поэтому все наше лечение с огорода, что в огороде растет, тем и питались. И вот месяца через 2–3 приезжал доктор, проверял всех и выписывал нам рецепт. Ешь морковь, второму ешь картошку сырую, этому лук, этому капуста. Вот так мы считали, что доктор пришел, нас вылечил, выписал нам, что пить, а лекарств никаких нет. Ну вот это положение. Другое, то, что вот это, ну, сказать, беднота. Деревня вся в бедноте была. Единственное, что выручало, спасало в какой-то мере, это огород. Что посадишь, что поешь на зиму. Вот эти были трудности. И холод вот этот, и голод этот вообще. Даже вот в этом рисунке есть момент, где мы жили в деревне. Вот она. Якутская избушка. Ага. Вот мы, ребятишки, бегаем. Вот так в деревне мы жили, в этой деревне. Потом дальше идет. Поскольку много детей, обувь на 2 или на 3 одна обувь была. Вот мы его по очереди приходили одевать. Кто с 1-й смены учится, 2-я смена стоит, ждет. Подходит, обувается и идет в школу. Ну вот это же все невозможно было совместить с учебой или с какой-то учебой, или еще что-то. И трудно было, конечно. Когда эти рисунки были нарисованы? Вот это нарисовали мне в мое 50-летие. Вот 50 лет мне было, когда уже я работала, все. И вот по рассказам
девушки мои рисовали. Мгм. А это вот во время войны папа начал строить себе дом. Мгм. Колхоз выделил лес, жили-то вот в этой избушке, и стали строить. Вот здесь мы строим дом. Тут и отец, и братья. Старше меня 2 брата было, остальные все младшие были. Я за ними шла. И вот так вот деревню обозначили. Ну вот в таких условиях жили. Ни радио, ни телефона, ни кино, ну ничего нет в деревне. Вот когда-то киномеханик к концу года приедет, допустим, да, и показывает кино. Ну вот так. И даже не сказала бы, что мы, как сказать, требовали, просили. Так должно быть. Все считали так вот, так должно быть. И все это считалось нормой. А вот в то время из села много мужчин поехали на фронт? У нас в деревне уехали все мужчины. У нас остался в деревне председатель колхоза один, председатель сельсовета и колхозный счетовод, или кто он там был, наш папа. Он закончил церковную школу, поэтому считался более-менее грамотным человеком. Его он инвалид был вообще. Ему только вот так приходилось понемногу работать. Ну вот. А вот когда вот были ребенком, вот у вас было осознание, что где-то вот там вот на границе сейчас происходит война? Да, у нас сознание было, но мы всегда... Вот Лена река протекает, да, а там вдали до следующей деревни вот так поворачивает, горизонт просматривается. Мы думали, что за этим горизонтом идет война. И вот прямо смотрим, все это. Ну, вообще. Ну, уходили много уходили. Вот человек 5-6 мужчин оставалось, и все. Остальных все забрали. Ну, и потом уже ребят стали забирать. У нас из 10 детей 5 парней отслужили, вернулись. Вот. Я вижу, у вас есть медали. За что они? Я вижу, у вас медали есть. За что они? Да. Эти медали, когда присвоили нам ветерана тыла, вот в этом, я не знаю, в 70-х годах, что ли, это было. Ага. Выписывали нас, и нам выдавали удостоверение, что мы ветераны тыла. Мы писали объяснительную, где работали. А работали как? В колхозе. Вот с 9 лет мы прямо как настоящие колхозники были. Взрослые идут, и мы с ними. Взрослые обратно, мы с ними. И всегда за взрослыми. Мы в 10-12 лет уже косили траву. Прямо давали нам косу, и мы косили. И вот так учились друг от друга и работали. Нам начисляли трудодни какие-то. Что за трудодни были? Но знаем, что вот это без этих трудодней нам не прожить. Вот. Председатель всегда говорил, зарабатывайте трудодни. На трудодни будет зерно, хлеб и все такое. Ага. Вот. А что такое трудодень, тоже не понимали мы этого. Вот. Ну, а так, чтобы денежку достать негде было. Потому что в колхозе денег не давали, и больше никакой службы нет. Что там, школа была, да что, откуда она, зарплата учителя. Значит, яйца мать соберет,
А потом пароход приезжает, как раз в нашей деревне остановку делает, выгружает пассажиров, забирает новых пассажиров. И люди тут быстро по деревне разбегутся, пароходские-то. И мы им продаем эти яйца, молочко, картошку вареную. И вот это соберем, все продадим. Вот тут у нас денежки получались. Вот тогда только могли в магазин сходить, сахару взять. Сахар был, это все уже для нас. Больше о конфетах даже говорить нечего было. Ну вот, вот такие были. А много мужчин все-таки вернулось назад? Много мужчин потом вернулось назад домой? Мужчин вернулись с нашей деревни, с нашего сельсовета погибло 26 человек. Мужчин. А деревня-то в 30 домов только ведь. Вот. 26 А 26 погибших было. Угу. Им памятник поставили, все. Вот. Мы потом взрослые сейчас в эти годы возрождали там все военные дела. И костел называется, да? Возобновили его и построили там башенку хорошую. И сейчас она стоит. И этих солдат, которые погибли, их было установили прямо на пашне. Ага. Деревянный такой выступ и сделали. И этот раз мы их перенесли в эту часовенку. Часовенку и прямо все так же украсили, все сделали. Ну, хорошо. Бываем в деревне, приближаемся, подходим, помолимся. И так вот сохранили им вот это. А которые вернулись, то мало было, конечно. Мало было. В их числе были ваши знакомые, близкие? Да, родственники были. И мамин брат погиб. Без вести пропавший был вот так вот. Вот. И папин брат тоже один погиб. И вот было такое. Извещения таскали часто. А мы, пацаны, подбежим к почте и стоим на крыльце. Когда начальник выйдет, подает нам эти конвертики, вот тому отнесите, этому отнесите быстро, не рвите, не читайте, отдайте и уйдите быстро. Вот мы это дело делали. Видимо, почтальона не было, что ли. Начальник сам должен это делать. Он же не мог уже все сделать. И мы эти письма, весточки все заносили. И как не возьмут, плачут, плачут и плачут. И мы скорее убегаем. Прям жалко было на них смотреть. Ну, что делать? В общем, войну не видели, воевать не воевали, а намучились очень и очень. Очень даже. Вот, может, за эти муки-то нам медали ветераны тыла. В тылу работали, колхозные поля под лопату копали, чтобы посеять зерно. В колхозе посмотрели 2-3 коня, и все. И вот эти коняшки плуги таскают, и остальное все вручную. В школу пошли, пришли из школы, забросили сумки, чай там попили с хлебом. Берем лопату и идем. Прямо наделяли нас. У нас 10 детей, значит, 10 участков мы обрабатывали. Наше поле самое большое было. Там и капуста, и свекла, и картошка, и все там есть. И все это обрабатывали. Не считались, много нам дали или мало ли дали. Так что у кого детей было много, тем и больше выдавалось. И вот все лето мы пропадали на этих полях. На этих полях. Осенью тоже
урожай собрали, колоски остались, давайте колоски собирать. Босиком, голыми руками, колоски. Есть хочется, не дают, но так украдкой на 3 раз подули и в рот, и все легче становится. И всегда мы работали босиком. Хоть вот это все выкосили, трава колючая такая, ой-ой, ноги в ранах все. Но вот так лечились. Мать вечером прямо соленой водой нам делает компрессы, но к утру легче становится. Вот вы сказали, что война началась, когда вам было 7 лет. Сколько вам было, когда она закончилась? Когда объявили, что наши все-таки победили? Когда война закончилась, нам вот выдавали справку, что мы в колхозах работали во время войны с 44-го года. 44-й, 45-й годы, вот эти. Тут уже мы 9 лет, 10 лет у нас было, 12 кому-то было. Вот этим самым мы спасены были, что вот успели хоть год-полтора по паспорту даже, как говорится, работали. Ну, вот так приходилось. И вот в 45-м году кончилась война, а вот этот дом построили мы в 47-м году. Вот, все 5 лет строили. Все, ребятишки маленькие, отец хромой, тоже вот так всяко перебивался, бревна таскали, бревна пилили, бревна строгали, и все ему помогали всегда. В 47-м году мы въехали в новый дом. Вот в 47-м году у нас была новая квартира. В новый дом переехали. Вот. Женщинам-фронтовикам помогали письма писать. Вот кто успел доучиться до 4 класса, те уже считали самые грамотные дети. Ага. Вот придут, называли красноармейки, вот эту мать, жену. И вот придут, письма пишут. Ага, пишут, отправляют, ответ придет. Читаем тоже, кто не умеет читать. Наши 4-классники читали. Ну, там постарше потом были дети, конечно. Это я с одной деревни только считаю, вот так вот было. Вот, получается, вы выросли, вы закончили университет, да? Нет, я закончила педучилище, дошкольное отделение. Он в той рамке как раз все описано. Директор школы пишет воспоминания. После школы 7 классов тогда мы заканчивали. У нас и школа-то была 7-летняя. Вот, приехали в педучилище. У председателя взяли справочку, вот такую маленькую бумажку. С этой бумажкой, ну все, и город для нас открыт, и все учреждения открыты. По этой бумажке нас везде принимали. И вот мы поступили в педучилище. Это в 50-м году. А в 54-м я закончила педучилище. Уже надо ехать работать. И меня назначили на самый крайний север, город Верхоянск. Ой-ой-ой-ой, ну долетели на деревянном самолете с деревянными чемоданами. Вот так вот, что отец нарубил этот чемодан, мы с ним ехали. И, вот, и там мне пришлось открыть первый детский сад в заполярном городе Верхоянске. И вот с этого у меня началось. Я там открыла, отработали мы там 3-4 года. Уехали и приехали в Якутск. И в Якутске я была все время на открытии новых детских садов. Вот сколько прожила до пенсии, я открыла 4 детских сада.
прямо с нуля. Строили, сразу начинала, и так вот до пенсии я доработала. Ага. Последний детский сад «Парус», вот тут недалеко от автовокзала. «Колокольчик». Потом еще был один детский сад, еще был один детский сад. Сначала маленькие были, они уже в перестройку отработались. А эти два больших детских сада хорошие они. Они выжили, выкарабкались, хорошо работают сейчас. Какая вообще была у вас реакция ваших родителей, когда вот дошла новость, то, что все, война закончена, наши победили? Какие тогда были эмоции? Конечно, радость была. Радость такая. Это же в мае месяце случилось. Мы в школе сидели за уроком. Зашел начальник почты и прочитал телеграмму, что война кончилась. Ой, как все заплакали сразу. Вот заплакали, и все, весь класс. А потом он стал успокаивать, и говорит, война закончилась. А там мальчик у нас один, ой, мы больше не будем работать. Ну и вот, ну, конечно, лучше стало. Фронтовики приехали, прямо председатель сельсовета фронтовик. Там за сельпом директор сельпо фронтовик. Но на почту пришел все фронтовики стали работать, и так разговор хороший стал, и люди как-то, ну, они и так шли хорошо, но здесь вообще было здорово, конечно. И гуляли, и в лес ходили. Было, ребята сразу все в лес пошли, и подснежники как в один день, как раскрылись в лесу, подснежники. У нас подснежники синие были, здесь желтые, а там синие. Прямо все венки понаделали и пришли из лесу, все в цветах подснежников. Вот это вот запомнила я хорошо. А мама моя сильно руку порезала. Она на костре полила ногу, чтобы холодец сварить. А мы со школы бежим, гурьбой все бегут, кричат. Она ничего не поймет, кто что кричит, что случилось. Она же еще не слышала, что война-то кончилась. Вот. И вот скоблила, и руку себе всю порезала. Вот такой вот смешной был случай. Корову доила, женщина тоже рассказывали. Со страху-то она хорошо по-русски говорила. И она разобралась быстро, что к чему, что война кончилась. И вот что-то хотела сказать, вот так вот, и ведро с молоком выбросила на землю. Вот такие смешные были эти моменты. Ну и в заключение, что бы вы хотели пожелать сейчас новому поколению, школьникам, студентам? Ой, конечно, новому поколению вся надежда, вся надежда. Подготовка их, она и шла, и до этого шла. Учатся, но это молодцы, хорошо. Но это единичные проценты. Это единичные проценты. А большинство процентов остаются такими, какими были. Это среднего сословия дети, которые вот не могут и в высшее учебное заведение попасть. Вот их жалко. Вот чем кончится ихняя судьба. Меня вот это... Просто я эту картину вижу даже. Вижу, что он дальше не пойдет учиться. Ведь разделенные мы богатые, бедные. Богатых у нас море стало. Им море по колено. Поэтому все вот содружество вот это хочется, чтобы хорошо прошла между народами, и чтобы дружная была семья, и никто бы ничего не думал о войне. Только бы думали о хорошей жизни и учились бы, учились и учились.
Но чтобы они учились, для них тоже надо свои субсидии давать. А то, если дают сейчас много материального положения этого, то только богатым, которые у них, вот у них и ум развивается, а у среднего, у бедняка ум не развивается, не развивается. Если до сих пор молодежь ходит, побирается, всякое то, что найдет на помойке, ест, пьет, собирает, откуда у него ум-то будет? И как он дальше будет жить? Но этому, не знаю, или история молчит, или все-таки поднимут их. Ну все, спасибо вам за интервью. Вот, мы закончили. Все, спасибо вам. Спасибо вам Да. тоже.